Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Біздің енді алдан ниет шундай еді. Жұмға намазлары, жұмға хутбалары көбірек татар тілінде барғач. Енді кімдер татар тілін білмей, оларның хақларын яқлар үшін, чөнки біздің бітінде татар боларақ мақсатыбыз тілімізді сақлау, әмма мұсылман боларақ, имам боларақ біздің мақсат кішіге хақиқатны ирештіру. Һәм әгәр дә безнең кешегә хакыйкатьне ирештирә алмавыбызга сәбәп тел үзенчәлеге, тел төрлелеге булса, әлбәттә без инде кем кайсы телдә аңлый, шул телгә күчергә тиеш. Шуңа күрә инде яшь буынга, кызганычка каршы, татарча белми торган, без инде шулай уйлаган идек. Ниятләдек дәресләр башлап. Мин инде без дип үземне әйтмим, коллективны әйтәм. Рус телендә дип, ләкин менә карыйм, кайбер өлкән буын утыра, безнең бабайлар утыра. Һәм инде аларга карыйм да, мин башка телдә сөйләү миңа бик читен алар янында, чөнки барыбер бигрәк тә өлкән буын янында без инде тырышырга тиеш, үзебезнең телдә сөйләшергә. Шуңа күрә инде яшьләргә хакыйкать күбрәк барып ирешсен дип, инде өлкән буыннан ялсак та русча сөйлибез иншалла. Джазакумуллах хайр, что нашли время и пришли сегодня в нашу мечеть. Пусть Аллах Тааля сделает эту встречу для нас всех полезной, иншаллах, и будет причиной того, что мы хоть сколько-то приблизимся к Его милости, к Его прощению. И, иншаллах, если у нас будет намерение чистым, все ради довольства Всевышнего Аллаха, то, что мы приходим в мечеть, то, что мы находимся в мечети, просто проводим время в мечети, кто-то дуа делает, кто-то зикр, кто-то Коран читает, и то, что мы с вами на уроке сидим, все это, иншаллах, причина того, что Аллах Тааля прощает нам наши грехи. И, иншаллах, если будет на то воля Аллаха, мы с вами вот эти причины еще по отдельности пройдем, иншаллах. Мы с вами начали говорить про ошибки и прегрешения самых лучших из людей, самых лучших представителей человечества. Это аль-анбия вар-русуль, это пророки и посланники. И мы с вами говорили, что ни один пророк, ни один посланник не может совершить ошибку, которая касается его основной обязанности. То есть это доведение до людей истины. Ни один пророк в истории никогда не забывал донести до людей истину, никогда не путал, никогда не понимал неправильно. То есть Аллах Тааля каждому пророку Он дал гарантию, что они в этом деле не будут ошибаться, и в этом деле у них нет прегрешения. Но что касается других делах, других качеств, то у пророков могут быть какие-то ошибки, и все на волю, и на это воля Аллаха. Вот мы с вами прошли, изучили несколько ошибок Адам алейхиссалям, и даже вот основное его прегрешение, которое он вспомнит и в судный день, когда люди придут к нему, попросят, чтобы он замолвил перед Аллахом слово, да, заступился за них. Он скажет, что я не знаю, простит ли мне Аллах мой грех. Поэтому его основная ошибка была в том, что он, так скажем, не доверился Слову Всевышнему, и он попробовал запретный плод, за что был изгнан из райской обители. Но когда Всевышний вывел его из рая и поселил на эту землю, Всевышний Аллах дал ему все возможности, чтобы он исправил свою ошибку, он покаялся и стал лучше, каким он был до этой ошибки. И Аллах Тааля, мы знаем, Он создал рай для Адама алейхиссалям, то есть для его потомков. Поэтому Аллах Тааля вывел его из рая не для того, чтобы лишить его рая, да? А нет, чтобы он прошел испытание и вернулся куда? Иншаллах, в рай. Иншаллах, в рай. Поэтому дорога в рай, она известна.
И вот как раз вот этими дорогами мы с вами и знакомимся, иншаллах, чтобы очиститься от наших грехов. Идем дальше. Нух алейхиссалям. Нух алейхиссалям тоже один из самых приближенных пророков Всевышнего Аллаха. И мы знаем, что в Коране Всевышний Аллах напоминает нам сурат Худ в 45 аяте про его ошибку. Когда Всевышний приказал, Нух алейхиссалям повелел построить ковчег, мы знаем, что Аллах дал ему приказ, чтобы он повелел ему, чтобы он собрал из каждого вида животных по самке и самцу, так ведь? И Всевышний дал ему обещание, что Нух алейхиссалям сможет ввести в этот ковчег, тем самым спасти их верующих, то есть ввести в этот ковчег верующих и его семью. И когда он начал собирать, то есть ковчег был построен, наказание Всевышнего, то есть всемирный потоп уже был близок, и он прекрасно знал, что никто не выживет, выживут только те, кто уверовал и оказался в ковчеге. И он это все понимал, и когда он создал все причины, чтобы животные, вот представьте себе, да, животные, птицы, все были в ковчеге. И, конечно, семья его, близкие, были дороже, чем животные. И он всеми силами захотел, чтобы его семья тоже оказалась в ковчеге и была спасена. Но он не смог вести туда кого? Своего сына. То есть своего родного сына, которого они родили, которого они вырастили, да? Потому что его сын отказался, родной сын пророка отказался уверовать в единого Аллаха, поклоняться единому Аллаху. И вот когда он понял, что его сын не сможет оказаться в ковчеге, да, он воззвал к Аллаху. И вот его слова, его дуа, мольбу мы видим в сурат Худ, в 45 аяте, где Всевышний говорит: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, ва нада Нухун раббаху». И вот воззвал Нух, Ной, своему Господу, факаля, и сказал: «Рабби инна бни мин ахли». О мой Господь, воистину сын мой из моей семьи. Это член моей семьи. А Аллах обещал, что в этом ковчеге окажется его семья. Воистину сын мой, мин ахли, он член моей семьи. Ва ва'дака аль-хак, а твое обещание есть истина. О Аллах, ты же мне обещал. Ты мне обещал, что моя семья здесь будет, спасется. Ва анта ахкам аль-хакимин, и ты самый мудрейший из всех судей, которые принимают решения. И вот когда он обратился к Аллаху с этой мольбой и попросил у Аллаха разрешения, чтобы Аллах разрешил вести туда в ковчег его сына, Аллах Тааля упрекнул его. Аллах Тааля упрекнул его, «Фалямаху раббу аля макалатихи хади». Он упрекнул его за эти слова, за эту мольбу. И как он ответил ему? Поэтому мы должны понять, что Аллах Тааля не принял его дуа. И сказал Аллах: «Каля я Нух». Аллах ответил ему. Это уже следующий аят, сурат Худ, 46 аят. «Каля я Нух». И сказал Аллах: «Я Нух, о Нух, иннаху лейса мин ахлик». Он не член твоей семьи. То есть вот представьте себе, это его сын, любимый сын. Все животные здесь. Он сколько строил ковчег. Если кто-нибудь из вас думает, что это был пророк, и вот Аллах ему сказал: откажись от сына, он кафир, он не спасся, он погибнет. И он такой: бисмилля, альхамдулилля. Да? Если вы думаете, так вы ошибаетесь. Это был отец своего сына. Это было его чадо, его дитя. И мы знаем еще Ибрахима, который повел своего сына. Не думайте, что ему было легко взять нож и привести его в жертву. Это был отец, у него были чувства. И это было испытание для Нуха. Когда даже животных не оставили.
А его родной сын, он воззвал к Аллаху: «О Аллах, это же мой сын, мой родной сын, это моя семья, ты же обещал, что спасешь мою семью». А тут даже для моей семьи, получается, как? Нет места. И вот Аллах Тааля сказал: «Иннаху лейса мин ахлик», это не твоя семья. Он не уверовал в Аллаха. Он отказался поклоняться единому Аллаху. И это не твоя семья. «Иннаху амалун гайру салих», и то, что ты делаешь, это неправедное дело. То, что ты воззвал ко мне, посмел сделать мольбу, попросить у меня, чтобы я ввел того, кто не уверовал в меня, в ковчег, это неправедное дело. «Фаля тас'альни ма лейса лака бихи илм», и не проси у меня то, о чем у тебя нет знания. У тебя нет знания. Ты просишь у меня то, о чем у тебя нет знания. «Инни а'идука», и я предостерегаю тебя, «ан такуна миналь джахилин», чтобы не быть тебе из числа невежд. Это сурат Худ, 46 аят. И вот, когда Аллах упрекнул его, он понял свою ошибку. Что сын его родной, который отказался уверовать, он оказался не его семьей. И вот, опираясь на этот аят, даже можно другие аяты привести, хадисы есть про это, да? Или случай, например, который произошел с дядей пророка, Абу Талибом, потому что сколько он не пытался, пророк, алейхиссаляту вассалям, сколько создавал причины, чтобы Абу Талиб был единобожником. И даже когда Абу Талиб был на смертном одре, и он сидел возле него, пророк, алейхиссаляту вассалям, и умолял его, вот просил у него, Он не просто доводил до него истину. Да, так ты слышал, все, в судный день ко мне не приходи. Нет, это был его дядя. Это был его родной дядя, который был вместо матери, вместо отца, вместо деда, вместо дяди. Все. Вот, и который защищал его от курайшитов, несмотря на то, что был многобожником. И вот все, он уже потеряет его. Уже не будет шансов, возможностей, чтобы он пришел в ислам. И вот он сказал: «Ишхад, ишхад, о дядя мой, скажи просто ля иляха илlallah. И у меня будет возможность в судный день предстать перед Аллахом и заступиться за тебя». И рядом стояли два многобожника, которые тоже пользовались последним моментом. Шайтан, иблис их отправил, чтобы не потерять своего клиента, да, который идет в ад, вот-вот пойдет в ад. И они сказали: «Неужели, Абу Талиб, ты отрекаешься от религии своих родителей?» И тогда он при смерти сказал: «Я остаюсь в религии своих родителей», и умер. И пророк, он хотел попросить у Аллаха прощения, он начал просить, Аллах остановил его. Поэтому получается в итоге, что семья, с которой мы живем, да, в итоге, она может оказаться не семьей. То есть это, казалось бы, твоя семья, это твоя жена, твой муж, как бы твои дети, да? Но в итоге это же, мы же тут временно, все тут временно. И человек, например, мусульманин, который окажется в раю, а его жена, с кем он жил, она окажется в аду, то есть она была неверующей, да, то мы не должны думать, что этот мусульманин будет в раю ожидать ее и скучать по ней. Он женится. И мусульманка, которая, может быть, жила с мужем, но муж отказался принять ислам, и таких много, вы не думайте, что она там будет в раю и скучать по тому мужу, который отказался от ислама. Ее выдадут замуж, она будет счастлива. Поэтому в итоге окажется, что вот эта семья, она оказалась не семьей. Семья там. И еще хадис есть, когда мы знаем, когда жена пренебрегает мужем. У нас там наверху сестры слышат, наверное, да? Может, микрофон выключить, чтобы не обидеть их. Ну, это хадис. И когда жена ослушается мужа, сердит мужа, да, то его жены, которые ожидают его в раю, они говорят, они обращаются к этой жене, с кем он живет на этой земле, и говорят: смерть тебе, это наш муж, и он к нам вернется от тебя. То есть его жены, получается, там, а не здесь. Его семья, получается, там, а не здесь. Поэтому у каждого будет там семья.
Никто. Может быть, вот, например, мы знаем, например, девочка рождается и умирает. У нее никогда не было мужа. Или, например, там женщина, она болела, например, никогда не смогла выйти замуж, не смогла построить семью и умерла. Но она мусульманка. То есть у нее будет там семья. Мы знаем, что даже у Марьям, у нее будет семья. Она выйдет замуж. То есть Марьям, мать Иисуса, она родила Иисуса без отца. Это было знамение Аллаха. Так ведь? А для кого-то искушение. Потому что кто-то заблудился на этом, подумав, что это или незаконнорожденный, кто-то в эту крайность пал, а кто-то сказал, что это сын Аллаха. И мы знаем, что она не вышла замуж. Но мы знаем из хадисов, что она выйдет замуж. Из-за кого? За пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому никто там, ни одна женщина не будет без мужа, без семьи. Ни один мужчина не будет без семьи. Поэтому, если семья здесь, альхамдулилля, они будут мусульманами, у них есть шанс, что эта семья и там встретится, и они будут жить там. Если семья, и кто-то, какой-то член из этой семьи, он откажется от истины, получается, он выпадает из жизненного пути этой семьи, и уже там у него будет или у нее будет другая семья. Вот здесь то же самое. Нух, алейхиссалям, его сын отказался от единобожия. И, конечно, чувства его отцовские, его побеждали, овладевали им. И Аллах Тааля, когда упрекнул его и сказал ему, что это не твоя семья, он понял свою ошибку и покаялся Аллаху и попросил у него прощения и сказал: «Каля Рабби инни а'удhu бика ан ас'аляка ма лейса ли бихи илм». О мой Господь, воистину я прибегаю к Тебе, то есть я прошу у Тебя защиты, чтобы Ты защитил меня от чего? Ан ас'аляка ма лейса ли бихи илм. Чтобы я не спрашивал у Тебя то, о чем нет у меня знаний. О чем нет у меня знаний. Он думал, что это его семья, а оказалось, что это не его семья. «Ва илля тагфир ли ва тархамни акум миналь хасирин». И если Ты не простишь меня, и если Ты не смилостивишься надо мной, я буду из числа тех, кто потерпел убыток. Это сурат Худ, 47 аят. Вот поэтому 3 аята: 45, 46, 47 аят. Также Всевышний сурат Нух, в суре Нух, 28 аяте, приводит нам слова мольбы Нух, алейхиссалям, как он обращается к Аллаху. «Рабби гфирли вали валидайя». «О Аллах, прости меня, прости мне мои грехи». «Рабби гфирли вали валидайя», моим родителям. «Вали ман дахаля бейтия му'минан», и каждому, кто войдет в мой дом, будучи му'мином, верующим. То есть каждый, кто войдет в мой дом верующим, прости ему грехи. «Валиль му'минина валь му'минат», и прости грехи всем верующим мужчинам и верующим женщинам. «Валя тазиди залимина илля табара», и не приумножай залимин, то есть беззаконникам ничего, кроме погибели. Ничего, кроме погибели. Сурат Нух, 28 аят. Вот это дуа, с которым он обращался к Аллаху субханаху ва тааля. Это был Нух, алейхиссалям. И вот поэтому и Нух в судный день, он откажется заступаться за людей, потому что он вспомнит, что у него были свои проблемы. Ибрахим, алейхиссалям, Халилур Рахман, любимчик Всевышнего Аллаха. И сколько нужно было ему проявлять терпение, пройти через сколько страданий, испытаний, чтобы заработать вот это имя Халилур Рахман, любимчик. Пока он стал любимчиком, любимым другом Всевышнего Аллаха, он прошел очень много испытаний. И вот Ибрахим, алейхиссалям, Аллах Тааля говорит о нем, его слова приводит: «Валлави атмау ан ягфира ли хатиати яумаддин». И Аллах тот, я надеюсь на него, я надеюсь, что он простит мне мои прегрешения яумаддин, в день воздаяния, в судный день. Это сурат Шуара, поэты
82 аят. И также сурат Ибрахим, 41 аяте, мы видим, как Ибрахим, алейхиссалям, просил у Аллаха прощения. «Раббана гафирли», «О Господь наш, прости мне мои грехи, вали дайя, и моим родителям, валил му'минина яума якумуль хисаб», и всем прости верующим в тот день, когда будет представлен отчет. Это сурат Ибрахим, 41 аят. Ну, что касается ошибки Ибрахима, алейхиссалям, ученые называют, есть хадис, по-моему, сборник имам аль-Бухари, Муслим тоже есть, один из версий этого хадиса, где пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что пророк Ибрахим никогда не обманывал, никогда не лгал, кроме как в 3 случаях. То есть были 3 случая в истории его жизни, когда он был вынужден прибегнуть к чему? К обману. И первый случай мы находим в сурат Соффат, в 98 аяте, когда люди призвали его, чтобы он участвовал в празднике многобожников. То есть они поклонялись своим божествам, и чтобы не оказаться участником этого праздника, где люди совершали ширк, он сказал: «Инни саким», воистину я болен. То есть я заболел, поэтому из-за своей болезни я не могу посетить этот праздник. Это вот сурат Сафат, 98 аят. Второй случай мы находим суратуль Анбия, сура пророки, в 63 аяте, когда он своими руками разрушил идолов, которые были поменьше, и повесил, там что-то было, какое-то оружие, там молоток или топор, на шею самого большого изваяния, истукана божества. И когда люди пришли и спросили: а кто это все, кто переломал этих наших божеств, да? Он сказал: а вот, говорит, спросите у старшего. Это, говорит, он. И пусть он вам ответит, если он сможет вам ответить, то есть если он разговаривает. Поэтому он повесил топор на его шею, чем он все перебил. И вот он сказал: а вы спросите у самого главного у них. Да? И вот как бы это тоже был своеобразный как бы обман, но это обман был не от Ибрахима, а по отношению к этим людям. То есть люди поверили в это, что он тогда болел. Да? Люди поверили, что он действительно говорит истину. То есть он же заставил их призадуматься. Ну, спросите у главного вашего божества, Бога, которому вы поклоняетесь. Пусть он ответит вам. Он же все видит, все слышит и все может. Вот. И третий момент. Это уже в хадисе. В хадисе, как раз вот в том хадисе, где говорится, что он прибегнул 3 раза только в жизни к обману. И это был случай, когда он с Сарой, супругой, женой Сары, они попали в одно селение, и до них дошла информация, что действительно в этом селении жили там деспоты, да, вот, тираны жили. И как раз вот предводитель, самый главный в этом селении, он был таким жестоким тираном, и он болел, так скажем, мужской болезнью, то есть он болел женщинами. То есть каждая красивая женщина должна была быть его. И когда до Ибрахима дошли люди, то есть они сказали, предупредили, что если женщина красивая оказывается замужней, то они видели в его муже конкурента и убивали его. А если у нее не было мужа, то это был его брат или еще кто-то, они оставляли его живым. То есть это не конкурент, это его отец, там брат какой-то, его не трогали. И чтобы сохранить себе жизнь, он сказал, когда спросили у него, когда увидели жену Ибрахима, она была очень красивой, его приближенные сразу до него довели, да, достучали, что пришла в наше селение одна женщина, она такая красивая, что она должна быть твоей. А ему все дозволялось, и поэтому люди предупредили Ибрахима про эти местные обычаи, и Ибрахим, когда спросили у него, а что это за женщина, Сара, он сказал: это моя сестра. Это моя сестра. А на самом деле это была его жена. Но когда Ибрахим остался с женой наедине, он предупредил ее, что ты моя сестра, потому что
ты моя сестра по вере, потому что нет никого из мусульман, кроме меня и кроме тебя. Поэтому он сказал это в значении, что ты моя сестра по вере, да, а не родная сестра. Вот поэтому Ибрахима не тронули, его оставили. Но Аллах так пожелал, что Сару забрали к предводителю, и каждый раз, когда этот тиран хотел только дотронуться до нее, а она делала дуа, молилась Аллаху, и Аллах Тааля, есть там несколько версий, в одном риваяте говорится, что он начал задыхаться, даже начал ногой бить об землю, он начал задыхаться. И тогда, увидев это, Сара сказала, обратилась к Аллаху: Аллах, если он погибнет, все скажут, что я его убила. Поэтому оставь его. И Аллах Тааля отпускал его. И в другой версии говорится, что он сам обратился к ней, чтобы она помолилась за него, чтобы Аллах отпустил его. И каждый раз, когда Аллах отпускал его, он еще раз хотел дотронуться. Вот болезнь, нафс такой, да? И еще раз его постигало. Вот где-то говорится, что он его парализовало, где-то говорится, что он задыхался. И в третий раз, когда его отпустило, он отпустил ее, Сару, и своим приближенным сказал: вы мне привели не женщину, а шайтана привели. Это шайтан, говорит. И он даже подарил ей кого? Хаджар. Хаджар, невольницу Хаджар подарил. Ну, потом уже впоследствии мы знаем, что Хаджар была подарена Сарой кому? Ибрахиму, алейхиссалям. От кого? От кого у него и появился Исмаиль, алейхиссалям. Вот поэтому три случая, да? Калимуллах Муса, Калимур Рахман, собеседник Аллаха Муса, алейхиссалям, и Харун. В чем была ошибка Муса, алейхиссалям? Когда Муса вернулся в город, он увидел, как двое мужчин, они дрались между собой. И один из мужчин был из числа сынов Израилевых, то есть из его приближенных, из его сподвижников, так скажем, да, а другой был из числа коптов, то есть там были копты, то есть это были христиане, копты, да, египетские христиане. И вот этот израильтянин, он позвал его на помощь, и Муса, алейхиссалям, подошел и начал защищать его, и ударил копта. И после этого удара он скончался, он умер. Ну, вот он такой был. Муса, алейхиссалям, мы знаем, он даже кого ударил? Ангела смерти даже ударил, так ведь? Поэтому это был Муса. Где-то говорится, что он ударил его посохом, где-то говорится, что он ударил его кулаком. И тот умер. И вот здесь Муса, алейхиссалям, понял, что он ошибся. То он хотел как-то лучше защитить его, ударил, а тот умер. И вот здесь Аллах Тааля приводит его слова, Сурат Аль-Касас, 15 аят. «Каля хада мин амали шайтан», это из деяний шайтана, то есть это он сделал наущение, «Иннаху адуун мудиллун мубин», и он является явным врагом, который вводит в заблуждение. То есть он понял, что он поддался чувствам и наущение шайтана. «Вастагфара Муса ли данбихи», затем он начал взывать к Аллаху, прося у него прощения. «Каля Рабби», и он сказал: «О мой Господь, инни заламту нафси», воистину я совершил несправедливость по отношению к себе. То есть человек, который совершает грех, может быть, даже ущемляя чье-то право, он прежде всего проявляет несправедливость к себе, потому что он берет на себя что? Великий грех. Я проявил несправедливость по отношению к себе, фагфирли, то есть прости меня, фагафара лаху, и Аллах простил его, иннаху хуаль гафурур рахим, воистину он прощающий и милостивый. Сура Рассказы, 12 аят. 16 аят. Поэтому вот здесь мы видим ошибку Муса, алейхиссалям, и поэтому в судный день, когда придут люди и попросят у него заступничество. А что такое заступничество? Когда ты встаешь перед Аллахом и за кого-то просишь прощения, за кого-то просишь рай. И Муса, алейхиссалям, понимая, что у него остался грех,
он не посмеет встать перед Аллахом и заступаться за кого-либо. Поэтому он скажет: я не знаю, простит ли меня Аллах за мои грехи, поэтому идите к кому-нибудь другому и отправит к другому пророку. И еще второй момент, ошибка Муса и Харуна. Когда Муса, алейхиссалям, когда Аллах назначил ему встречу и разговаривал с ним, это мы видим в Коране, есть, да? Аллах Тааля приводит нам этот момент. И вот, когда Муса вернулся, он увидел, что Харун, а он оставил Харуна, своего, это был родной брат Мусы, он оставил его, чтобы он воспитывал сынов Израилевых, чтобы они поклонялись единому Аллаху, и он увидел, что он не справился с ними, и народ начал поклоняться Тельцу. И вот здесь он очень сильно разгневался, поддался чувствам, даже говорится, что он взял за голову Харуна, где-то говорится, что он схватил его за бороду. И он очень сильно на него разгневался, и здесь даже Харун испугался, он увидел гнев в его глазах, да? И он даже обратился к нему, он не стал говорить: о Муса, о пророк Аллаха, о брат мой, он сказал: о сын моей матери. Он сказал: о сын моей матери. То есть на самом деле можно было просто брат сказать, да? Ну вот он так обратился, и я, говорит, проявил свою слабость, и я не смог их, говорит, победить, не смог. И вот он понял, что как бы вся причина была не только в Харуне, поэтому он создал причины, и вот они обратились к Аллаху. И он сказал: о Господь мой, игфирли вали ахи, прости мне мои грехи и моему брату. То есть прости меня и моего брата. Ва адхильна фи рахматика, и введи нас свою милость, нас. Ва анта архамур рахимин. Суратуль Аграф, 151 аят. Вот мы здесь видим, как Муса, алейхиссалям, просил у Аллаха прощения. Абнау Якуб, идем дальше, сыновья пророка Якуба, алейхиссалям. Ну, мы знаем случай Кисат Юсуф, да, историю, которая произошла с пророком Юсуф, алейхиссалям, когда они, увидев особое внимание их отца к ихнему брату, к Юсуфу, что вот им показалось, что Якуб больше любил его, больше заботился о нем, а это действительно было так, в них проявилась ревность, вот эта зависть даже, и это превратилось в вражду, и они договорились, то есть грех, они, как сказать, они объединились в грехе, а это еще больше грех, так ведь, когда люди объединяются, помогают друг другу в грехе, и они решили избавиться от него, сначала хотели убить его, а потом Аллах Тааля так пожелал, что оставить его, Юсуфа, алейхиссаляма, в живых, и они бросили его в колодец. И вот представьте, сколько братьев, они сколько лет хранили в себе вот этот грех, носили этот грех, эту ложь, так ведь. Они видели слезы своих родителей, они придумали историю даже с кровью, с рубашкой Юсуфа, так ведь? И вот через сколько лет Аллах Тааля показал им истину, что братья, они предали Юсуфа, они бросили его в колодец, обманули родителей, и вот они поняли свой грех, Вообще вот есть разногласия среди ученых, можно в Тафсире почитать это, Ибн Касира. Были ли эти братья, они пророками? Потому что есть мнение некоторых ученых, это не большинство, что все-таки они были пророками. Но они ошиблись, они совершили вот эту ошибку. Но большинство, если я не ошибаюсь, я сейчас вот могу ошибиться, но, по-моему, большинство говорят, что они все-таки не были пророками, но они покаялись Аллаху, они поняли свой грех, и они сказали: «Я абана, о наш отец», то есть Якубу, «Истагфир лана зунубана», попроси у Аллаха прощения за наши грехи, «Инна кунна хатиин», воистину мы были совершающим грех. «Каля сауфа астагфир лакум», и тогда отец сказал им: «Я буду просить
у Аллаха прощения. «Каля астагфир лякум рабби», я буду просить у моего Господа прощения за вас, «иннаху», воистину Он, «гуаль гафурур рахим», Он прощающий и милостивый. Это сурат Юсуф, 97-98 аят. Дальше можно привести, всех, наверное, не успеем, можно привести Дауд, алейхиссалям, который тоже совершил ошибку и попросил, и когда он понял, что, отвечая, это сурат Сад, 24 аят, отвечая на вопрос того, кто обратился к нему, которые не могли поделить овец, так ведь он, отвечая ему на вопрос, он понял, что это Аллах его отправил к нему, чтобы он понял свою ошибку. «Вазанна Дауду аннама фатаннаху». И тогда Дауд подумал, что мы его испытали. Он понял свою ошибку, «фастагфара раббаху», и он попросил прощения у своего Господа, «ва харра ракиан ва анаб», и он пал ниц перед Аллахом. То есть он совершил молитву, пал ниц, сделал рукух, суджуд перед Аллахом, прося у него прощения. Это сурат Сад, 24 аят. Также Сулейман, алейхиссалям, сурат Сад, 35 аят. 35 аят. «Каля рабби гфир ли», «О Аллах, прости меня, вахабли мулькан ла янбаги ли ахадин мин багди», и одари меня таким имуществом, которым ты не одарял никого после меня, «иннака анталь вахаб», воистину ты одаряющий, ты дарующий. Сурат Сад, 35 аят. То есть он просил у Аллаха прощения. Зуннун, обладатель рыбы, получается, кто это? Юнус, алейхиссалям. Но мы знаем, Юнус, алейхиссалям, когда до него дошла весть, что скоро придет наказание Аллаха, а до этого он довел до них истину. То есть это был небольшой город, ученые говорят, где-то, может быть, там человек 100 тысяч было населения. Это город Ниневия, по-моему, это сейчас Мосул. Вот район Мосула, вот как раз где войны были, Ирак, да. Вот Ниневия, там, по-моему, еще ворота Ниневии в новостях показывали, разрушили. Вот эти места Аллах Тааля отправил в этот город, Юнус, алейхиссалям, и он отвечал за этот город. То есть, кто не знает, вот раньше, до нашего пророка, Аллах Тааля отправлял, бывало так, что вот в этот город этот пророк приходил, в это селение другой пророк приходил, и они отвечали за свой народ. И в одно и то же время могло быть так, что 1000 пророков жило. И поэтому имен всех пророков даже наш пророк не знал. И только пророк Мухаммед, он пришел как пророк всем народам. Всем народам. И когда пришел пророк Мухаммед, все народы должны были уверовать в него и последовать за ним. И поэтому каждый пророк, когда он получал у Аллаха вот эту обязанность, Аллах Тааля брал с него обещание, что если придет пророк Мухаммед, он оставит свое пророчество и пойдет за ним, последует за ним. И для него пророком, посланником Аллаха будет он. Поэтому все знали. Поэтому наш пророк был для всех. А Юнус, алейхиссалям, он пришел к своему народу. И когда до него дошла весть за то, что они не уверовали в Аллаха, не покаялись, Аллах Тааля не спошлет ему наказание. И действительно, наказание, оно уже пошло к ним. Но в последний момент Аллах дал им тауфик, и они покаялись. Весь народ Юнус, алейхиссалям, вышел на улицы, забрали у матерей детей, чтобы они плакали, чтобы они все ревели. Забрали даже у животных детей, чтобы животные даже таубе делали. И весь народ покаялся Аллаху, и Аллах простил и остановил свое наказание. Ученые говорят, тафсиры, что это единственный случай в истории человечества, когда наказание, оно пошло народу, и Аллах остановил это наказание. А Юнус, алейхиссалям, не знал этого. Не знал. И там много версий, ученые говорят, муфассиры, почему же он оставил свой народ. Да? Кто-то из ученых говорит, что если он предупредил людей, что все, наказание Аллаха
пошло к вам, идет к вам, и наказание не пришло, он бы оказался лжецом, а тогда лжецов не хвалили, как сегодня. Их убивали. Смертная казнь была. Может быть, он этого испугался. Там по-разному говорят, поэтому я не берусь за это. Но в итоге мы знаем, что по воле Всевышнего Аллаха он оказался в ковчеге, ковчег начал тонуть. Сколько бы не вытаскивали жребий, все время попадалось ему. Даже если 100 раз вытащили бы, все равно его уже рыба ожидала там. Так ведь? Это на все воля Аллаха. И его бросили в море, рыба поглотила его. И вот, оказавшись внутри, в чреве кита, он понял свою ошибку. И он понял, что проблема была не в Аллахе, а в нем. Так ведь? В нем. И поэтому он что сказал? Он не стал говорить: «О Аллах, ты поступил ко мне несправедливо». Нет, он не стал говорить. И поэтому он сказал: «Фанада фи зулумат», и он возвал к Аллаху, находясь в темноте: «Ан ла иляха илля ан», что нет божества достойного поклонения, кроме тебя. «Субханака», воистину ты пречист от недостатков. Ты пречист. У тебя нет ошибок, у тебя не может быть прегрешений, у тебя не может быть каких-то недостатков. «Инни кунту миназ залимин», воистину я был из числа беззаконников. Я проявил несправедливость. Суратуль Анбия, 87 аят. И Аллах Тааля приказал киту вывести его, и волны моря вывели его к берегу. И вот в Тафсире говорится, что он был как только что вылупившийся цыпленок. То есть он весь дрожал, и вот Аллах Тааля его, альхамдулилля, спас и принял его тауба. А потом, когда он уже вернулся, его народ уже был в исламе, альхамдулилля. И что касается нашего пророка Мухаммад, алейхиссалату вассалям, мы знаем из сиры, из истории нашего пророка, что было несколько моментов, где и он получал упрек от Всевышнего Аллаха. Несколько моментов, как, например, сура Тахрим, первый аят: «Я айюхан набию», «О пророк, лима тухарриму ма ахаллаллаху лака», почему ты запрещаешь себе то, что Аллах разрешил тебе? «Табтаги мардота азваджик», потакая желанием твоих жен. Потакая желанием своих жен. «Валлаху гафурур рахим», и Аллах, знай, Он прощающий. То есть просил Аллаха прощения за эту ошибку. И рахимун, и милостивый. Сурату Тахрим, первый аят. И вот ученые, муфассиры говорят, тоже есть разногласия некие. Некоторые ученые говорят, что этот аят был ниспослан по причине того, что он запретил себе пить мед. И второй, что он запретил себе наложницу Мариятуль Киптия. То есть Мукаукис, когда подарил ему наложницу Мария, прямо ее так звали, она была сначала христианкой, копты, из числа коптов, а потом она приняла ислам, и она родила пророку, алейхиссалату вассалям, Ибрахима, который умер еще младенцем. И вот несколько из супругов пророка, алейхиссалату вассалям, они ополчились, да, проявили характер, и он, как бы потакая их желанием, он обещал, что он не дотронется до Марии. Мария была очень красивой, и вот к нему заревновали, по-моему, Айша и Хафса, если не ошибаюсь. Да? И вот тогда он обещал, что не дотронется до нее. И тогда Аллах упрекнул его: почему ты запрещаешь себе то, что Аллах тебе разрешил, потакая желанием твоих жен. Валлаху гафурур рахим, и знай, Аллах прощающий, то есть проси у него прощения. И также второй случай, когда Ибн Умму Мактум, слепой, когда подошел к пророку, алейхиссалату вассалям, в то время, когда он призывал сильных, богатых, авторитетных многобожников, курайшитов, кафиров, чтобы они приняли ислам. И вот он подходит и попросил у него внимания к себе, да, и вот то, что он, получается, он перебил, так ведь его, и вот он нахмурился и проявил недовольство по отношению к нему, и за это получил
упрек в сурат абаса ва тавалля. Так ведь? Нахмурился и отвернулся от него. Анджаахуль агма, когда пришел к нему кто? Вот этот слепой Ибн Умму Мактум. То есть, казалось бы, пророк не проявил высокомерие. Он хотел призвать вот этих людей к исламу, да. И в этом действительно это было очень важно, потому что если бы они пришли в ислам, они бы очень много сделали для мусульман, да. Казалось бы, в этом есть тоже благо, но Аллах упрекнул его и показал ему, что благо в том, чтобы он уделил внимание тому, кто жаждет истины, в этом лучше. То есть он должен был уделить внимание вот этому слепому. Поэтому он получил за это у Аллаха упрек. 1-4 аяты Абаса. И также Аллах Тааля упрекнул его, когда они вместо того, чтобы убить пленников, он принял решение отпустить их и взять с них выкуп. И Аллах Тааля упрекнул его, суратуль Анфаль, в 68 аяте. И после этого пророк, алейхиссалату вассалям, попросил у Аллаха прощения. И Аллах Тааля сказал ему: «Фасбир», проявляй терпение, «Инна ва'д Аллахи хаккун», воистину обещание Аллаха есть истина, «Вастагфир лидханбика», и проси у Аллаха прощения за свои ошибки, за свою ошибку, «Васаббих бихамди раббика», и восхваляй своего Господа, «Биль ашии», то есть днем, получается после полудня, «Валь ибкар», и вечерами. Сурат Гафир, 55 аят. Также Аллах Тааля призывает своего пророка просить у него прощения. В сурат Мухаммад, 19 аят. «Фа'лям», и знай, «аннаху ла иляха илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, истинного иляха, «вастагфир лидханбика», и проси прощения за свои грехи, «валиль му'минина валь му'минат», и проси прощения за верующих мужчин и женщин, «валлаху я'ляму мутакаллабакум ва маthвакум», и воистину Аллах знает все ваши передвижения, то есть в тафсире говорится, те места жилья, которые вы меняете в этой жизни, потому что мы их меняем, да, кто-то здесь живет, потом здесь живет, «ва маthвакум», и Он знает ваше пристанище, то есть то место, куда вы вернетесь. Это или рай, иншаллах, или же ад, Аллах согласен. Вот сурат Мухаммад, 19 аят. Вот это была наша такая тема про ошибки некоторые и прегрешения пророков, алейхимуссалям. И мы из этих моментов понимаем, что действительно Аллах даже своих пророков, Он испытывал и воспитывал через истигфар. И в этом есть благо, действительно. И в этом есть мудрость Аллаха. Ну, у нас еще несколько уроков про фадаилюль магфира, про превосходство прощения Аллаха и достоинство. И потом уже асбабуль магфира у нас идут. Потом уже причины прощения идут. И хотелось бы каждый урок, иншаллах, если получится, заканчивать каким-то... Пока есть эти дуа истигфар, словами поминания, на том уроке мы с вами говорили, что пророк, алейхиссалату вассалям, научил нас дуа истигфар, дуа кафаратуль маджлис, то есть когда мусульмане собираются где-то, когда завершается, они, если обратятся к Аллаху с этими словами, субханакаллахумма бихамдик, шаду анна иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, это будет причиной того, что Аллах простит те прегрешения, которые мы с вами совершили вот во время этого собрания. Поэтому как-то сделайте это, частью вашей жизни. Это есть в книгах, поэтому выучите это. Половину уже мы знаем, потому что во время намаза это мы читаем. Так ведь? И также пророк, алейхиссалату вассалям, когда совершал намаз, когда он завершал намаз, после того, как он давал салям, мы знаем, 3 раза мы обращаемся к Аллаху и просим у него прощения. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах.
То есть в этом тоже есть великая мудрость, и ученые говорят, что почему вот после слов восхваления, после слов приветствия, да, саляму алейкум ва рахматуллах, салям, мы выходим с намаза, и первые слова, что мы говорим? О Аллах, прости меня. О Аллах, прости меня. О Аллах, я прошу тебя прощения. Вот ученые говорят, смысл этих слов в том, что мы просим у Аллаха прощения за те недостатки, за те прегрешения, которые мы совершили во время намаза. То есть у нас очень много моментов, когда мы куда-то уходили, когда мы забывали, да? То есть мы недолжным образом совершили намаз. У нас очень много недостатков в намазе. Поэтому никто не может сказать, вот мой намаз, машаллах, там, да? Аллах обязан принять, астагфируллах. Нет такого. У нас очень много прегрешений. И даже вот когда мы совершали с вами салятул иша, ночной намаз, может быть сегодня совершили с нами 100 человек, да? Мы один и тот же намаз, за одним и тем же имамом, одна и та же сура, количество ракагатов, все у нас одинаково было. Никто больше одного на один ракагат не читал? Если он это так и сделал, его намаз не считается. У нас все одинаково было. Но мы должны понять, что из 100 молящихся в итоге Аллах Тааля может принять так, что у нас разница между намазами двоих братьев может быть как разница между небом и землей. Каково было состояние сердца, о чем он думал, как он это все совершал, как он это все проводил через свое сердце. Поэтому каждый раз, когда даете салям, просите у Аллаха прощения. И понимайте, за что вы просите прощения. Вот мы просим у Аллаха прощения за наши недостатки во время намаза, за наши упущения. Пусть Аллах нас простит и примет наши молитвы, наши намазы только по милости своей. Только по милости. Если бы не милость Аллаха, Он бы нам не принял бы эти молитвы. Субханак Аллахума бихамдик, шхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран. Аллах разы болсын. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.